100 языков знаешь, если родной не знаешь, ты не интеллигент. Вай чочороз. Они хотели написать «звучи хайтарма», а написали «звучит хайтарма». Ты что, не знаешь, что такой язык уже есть? Действительно, наши песни очень богаты содержанием. Песни – достоверный исторический документ. Брали на учет и заставляли, значит, стать в строй. Эшеде билля, мен папазы кормедым. А носителей-то совсем не осталось. Ну а как же новый народ? Он же меняется. Народ оторван от языка. Раненые песни. Бу мухаддес топрагымыз, зорлана бүгін аман-аман. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Вообще, для начала хотелось бы, чтобы вы рассказали немножко о себе, о том, откуда вы, где вы родились, и вот очень-очень коротко про ваш жизненный путь. Если начать с самых азов, значит, у меня отец половина ускутский, это приветное Алуштинского района, самое большое село в Крыму. Ну, Ускут не надо представлять, мне кажется. Да, Ускут. Это отдельно, это автономия в автономии. У них все свое было не похоже на других. Вот. И там невест с самого рождения сватали в детстве, и они вместе росли. 5-6 лет разница между девочкой и мальчиком, и два друга хотят стать сватами. И вот оттуда начиналось. Наш дедушка Сахтарам Мухаммед Эфенди, учась в Стамбуле, невеста его заболела и умерла. Он уже 15-16 лет был ему, это конец 19 века. Вот. И он остался в Стамбуле, продолжил свою работу. Он был имамом в каком-то большом мечети какой-то. И потом открыл свое дело, кофейню, и 10 лет проработал там. Потом родители настояли, чтобы он вернулся. Он вернулся, а в Ускуте для него уже девушек нет. Так было. И, значит, если он 15-16 лет уехал, значит, 25-26 лет вернулся и вынужден был жениться с другого села. Айсерес. Это Междуречье. Вот бабушка наша по отцу айсересская. Ну, потом у отца тоже такая же дилемма получилась, когда атеизм гудел, духовенство было не в почете. И в 28 году вынуждены были уехать с Крыма, потому что вольная высылка была тогда. Давали 5 точек, там Ашхабад, Ташкент, Казань, Мелитополь. Вольная высылка. Помогали Нет, обосноваться? Они сами выезжали. Вот, собирались такие люди, которым предложили выехать. Тогда еще советская власть не могла насильственно... Рекомендовали. И потом, значит, собрались, и кто-то хочет, наш дедушка Мухаммед, он как духовное лицо, он хотел в Казань. Потому что книги же оттуда приходили духовные. Коран, все. А кто-то хотел в Ташкент, кто-то в Алмату, Ашхабад. И 5-я точка – это был Мелитополь. И один дедушка сидел и говорит: Ахайляр, тут, говорит, под носом Мелитополь. Завтра, говорит, что-нибудь изменится, мы вернемся. И тут его обняли, все поцеловали и поехали в Мелитополь. Через 2 года или через 2,5 немножко политика смягчилась, они вернулись в Крым. А атеисты Моллу не пускают в село. И вынуждены были жить в степи нашей благодатной. Сетлерский район, это Нижнегорский район. И вот я там родился, в Нижнегорском районе. Дедушка, значит, последние свои годы жил до переезда в степь. Он и там жил, и тут отец работал в колхозе в степи, в Нижнегорском районе. И дедушку в 1937 году кто-то выдал, что он
опять занимается молебнем, называет имена Адхуя. Его схватили и отправили Абакан Тайшет, 1000 километров тайга. На этой дороге около 1 миллиона людей похоронены под остов этой дороги. Это рассказывал мой отец. В 1956 году, когда оттепель Маленковская пришла, оттуда вернулся человек живой, ну, был молодой, сохранился. Он, говорит, около поваров, печку разжигал туда-сюда и спасся. А остальные поголовно погибали, потому что люди, интеллигенция, их на трехконках сваливали на протяжении 1000 километров тайга, давали на 10 человек 1 топор. Вот стройте себе, рубите лес, стройте себе. Кто что строить будет? Там, как мухи, они позамерзли, остались, может, 10-я часть. И оттуда один человек вернулся в 1956 году. Я помню, как мой папа рыдал. Конечно, выпивали бутылку за бутылкой, и вот рыдал за своего отца. Это был уже 50-е годы, он в 56-м вернулся. А мама моя владела русским языком, потому что она Керченский ФЗО заканчивала. Была по специальности высший маляр. А в Свердловске был эвакуированный в тыл моторостроительный завод, питерский авиационный завод. И она там работала маляром. И рядом с ней вот ускутские девушки, женщины работали. Ни одного слова по-русски не знали. И мне Гельдабах Абухазах Недей. Она разбирала это. Вот. Потом в 1946 году папа приехал с Тулы и перевез нас в Тульскую область, Балаховский район, вот, где мы прожили до 1955 года. В 1955 году однажды он с шахты вернулся, услышал, что мы между собой говорим не на своем диалекте. И говорит, все, едем, где скопление нашего народа. А как понять, не на своем диалекте? Где мусульманский мир, а? Как понять, не на своем диалекте? Не на татарском. По-русски, в смысле? По-русски, конечно. Между собой. А он это не смог воспринять. Вот. Потому что родной язык – это выше всех языков. Ты хоть 100 языков знаешь, но если родной не знаешь, ты не интеллигент. Пусть никто не обижается. Это мое мнение. Культура – это когда человек свой язык знает и много еще других языков. Вот так. Это мое понятие. Может, кого-то это задевает, но я говорю, кого-то может задеть. Вот так. Как-то рассказывали про своего отца, что он тоже пел, да? Мой отец был обладатель величайшего голоса. Когда он пел псалмы, религиозные песни, иляхи, женщины плакали, и мужчины слезились. У него такой язычный голос был. Вот. Он сотни песен исполнял, он знал, он собирал, у него сборник. Остался в Крыму этот сборник. Потом уже не до сборника было. А в молодости он очень красиво пел. Даже его, когда жили в степи, в смысле, в Сейтлере, приезжал театр наш, и после концерта народ говорит «Тат Ваит Ирласн». Потому что там был Ваит Нугай и Ваит Тат, 2 друга были. Потом даже они детей хотели соединить, у одного дочь, у одного сына. Но это тоже не удалось, потому что 1944 год все развалил. И Тат Ваит вышел после театра, после концерта, спел, и его тянули в театр в Симферополь. Но отец, тогда, это еще до того, как еще отец был жив в молодости, он говорит, я духовное лицо, а ты артист. Как-то это несовместимо. А когда очередь пришла ко мне, я много профессий перебрал. Когда уже я познакомился с ансамблем, уже вернулся с армии, уже взрослый человек, работал шофером некоторое время, несколько месяцев. Потом встретились с ансамблем «Хайтарма», и я не сходил со сцены, помог им перенести вещи
И весь вечер смотрел на сцене. Потом Эдия Топчи, Раметли, подошла, говорит, будь шут егиты, ну, похож я, да? Говорит, не лайкин. Что он понимает? Не сошел со сцены. Я говорю, иди апте, мен татар балас. Вай чочо роз. Это бахсарятское такое ласкательное слово. Келіп, янағымнан тұтты. Машалла, сенде бір ши бар. Сен я ерлайсың, я ойнайсың, я чаласың. Ты чем-то занимаешься искусством. Такое внимание на сцене. Мен дедім текаран ерлайым. И она говорит, ну-ка ерлачы. Тут позвала музыкантов. Начали мне аккомпанировать. Я спел одну, вторую песню, третью. Потом Ириджепова пришла. Что-то, говорит, я какой-то свежий голос вижу, слышу. Посмотрел. Оршада ерлайсың? Мол, на русском что. И я спел романс, я встретил вас. Это у вас всё заготовлено было? Ну, я всегда готов. Это у меня с детства, я же с детства пою. С 3-4 лет я пою. Вот. И, значит, она говорит, вот готовый артист, берите. И вот начали мне посылать телеграммы, а я работаю водителем, дом строим. Вот так нужно. Вы где жили в то время? В то время жили в Аккургане. Девятка был такое место. Прямо едешь Солдатское, а налево Аккурганский район, центр, где первый секретарь райкома был Таиров, Сейт Мамед-ага. Вот. И я там работал на газоне, ГАЗ-51. Дома стояла машина. Великолепная работа была. Телеграммы пришли 3 подряд. Через каждые 2-3 недели телеграмма приходит. Я все эти 3 телеграммы принес, отцу положил, говорю, баба, вот меня приглашают в театр, в смысле в ансамбль. Он так возбудился, объяснил, как с ним было это все, что он, отец, не пожелал, чтобы он пошел. Он не говорит, что я не пускаю тебя, а вот он сказал, что несовместимо, я духовное лицо, а ты... А мне он говорит, Оглом, все эти профессии, я учиться собирался по автомобильной линии, ну, я не думал, что я в артисты пойду. И иди, говорит, вернуться всегда можно, и машина никуда не денется, и учеба никуда не денется. Бар, қайтмасы бедава. Вот мен 64 сene сынас кеттім, қайтарма, и вот до сих пор мына билетный ойнап. Спел сотни народных песен. Сотни. И где-то, я не знаю, не считал, но порядка, не знаю, 30-40, может, 50 композиторских вещей. Потом и русские песни пел я, и украинские песни пел. Потому что выезжали в разные регионы России. Даже в Забайкалье, в Сибири. В Омске даже были, где я служил. 3 года я в Омске служил. Ну, это репертуар, да, получается? Да. В общем, я широкий репертуар. Все песни прекрасны. Если смысл песни тебя захватывает, суть песни, мелодия красивая, поешь. Скажите, вот вы что-то вот запомнили от этих наших звезд, которые вот вас разглядели талант? Что вот вы... Так, какие они были? Конечно, основа идет от отца. А потом, когда я на профессиональную сцену уже вступил, конечно, первые примеры для меня это была Ириджепова. Это звезда высокой гильдии была. Это голос неимоверно мощный, неимоверно красивый, диапазон. Она, если бы с Крыма не вывезли, она была бы мировой звездой. Даже когда они были в Румынии, вот эти 44-е годы, они же выехали, румыны их вывезли. Вот. И туда, с Турции, приезжал один деловой человек, Иляса Бахшиша, и ее хотели забрать в Турцию. Но они отказались. И потом Иляс Бахшиш вот в 1957 году ансамбль Хайтарма он же создал в Ташкенте. И собрал всех известных артистов, вокалисты Эдия Топчи, Ириджепова, Эдия Топчи, Зейнеп Люманова некоторое время работала.
А Топчи рано умерла, конечно. Очень 48 лет ее не стало. Из мужчин пели Осман Асанов, Рифат Асанов. И танцевали, и пели. Мы тоже и танцевали, и пели. Не хватало мужчин. Мужчины всегда, вокалисты тоже участвовали. Вот. И Февзи Белялов танцевал. Все мы и пели, Ну и да, танцевали. да. Ну, все-таки танцевать попроще, наверное, чем петь. Ну да. Учились мы у таких вот известных. Ну, конечно, влияние отца очень глубокое. Я запевал какую-нибудь народную песню, и совершенно другой куплет. И Реджеп говорит: «Хайдан алдың сен бұл?» Это отец мой. В каждой песне у него были свои какие-то куплеты. А вообще и регионы Крыма же. В одном регионе эта песня поется на один лад, там мелодия не портится, а содержание, там свои куплеты сочиняют, здесь свои. Талантливый народ. То есть это в каждом селе, в каждом райончике был свой такой поэт, который писал стихи. Талантливые во всех отношениях. И вообще наши песни, они многогранны. Мы уже перешли на песни, потому что моя основная профессия – это песня. Я перебрал то, что несколько профессий. Я и шоферил, потом бондарем был, да, бочки делал. Это до водителя. Водителем я стал, когда уже перед армией меня военкомат нас учил 6 месяцев. А до этого моя первая профессия была бондарь. Я где-то около 2 лет в винзаводе Булунгури работал. Это под Самаркандом. Мы там жили. Оттуда я в армию ушел. Потом, пока я был в армии, мои переехали в Аккурган. Мой папа больше 5 лет нигде не жил. У него, вот он переписывался и все время ездил, не знаю. У него такая была позиция. В отношении нашего языка, я бы хотел сказать, наш язык, крымско-татарский, среди всех тюркских языков самый богатый. Каждый народ считает свой язык богатый, но у нас язык на 2 корнях построен. Например, кипчаки, узбеки, киргизы, казахи, каракалпаки, ногаи наши, вот ногайская автономия есть на Кавказе, кумыки. Это кипчакский корень, твердый язык. Кельген, кеткен. А огузский язык – это азербайджанцы, тюрки. Наш южный берег – это огузы. И Туркмения. Балканы, Туркмения – это огузы. Мягкий. А наш язык, он синтезировался на 2 корнях, как 2 маток сосал теленок. Он жирный. И она имген бзал дилер, понимаешь? Объясняет это явление газета «Терджиман». Ее получали все тюркские народы. Я в 1965 году в Узбекистане видел у одних друзей запрятанный «Терджиман». Вот такой завернутый в шелковом платке. И говорят: «Буамдан қалды. Көз бабагадай сахлаймыз». Значит, бережем, как зеницу ока. От дедушки осталось. Ну, это конец 19-го, начало 20 века. Терджиман. Я тогда понятия не имел, что такое. Потому что половина на древнерусском шрифте была, а половина на арабском. Староуспанский, да? Да, да. Вот эта газета. А для подтверждения силы нашего языка я могу еще... Вот в 1917 году я участвовал в Анкаре на фестивале тюркских народов. Там со всех тюркских народов по одному артисту были. И узбеки, и киргизы, и туркмены. Все. Человек 18-20. Понимаешь? И рядом со мной сидела девушка с Алтая. Я с ней на родном языке говорил. Похоже, это же основа тюркская. Я, когда знакомился со всеми, я сказал: я очень хорошо знаю русский язык, как бы достаточно хорошо. Мне нравится русский язык, но у меня свой родной язык мне еще ближе. Поэтому я с вами буду говорить на тюркском, на вашем диалекте. Они согласились, я со всеми с ними говорил на их диалекте. С казахом. Казах все. Ну, это же далеко не уходит друг от друга. Основа-то тюркская. Это тюрки все древние. Вот.
И так 10 дней мы ездили. Один день концерт давали, другой день нас в гости возили, разные организации, разные места, музеи. И все удивлялись, откуда вы знаете всех? Я говорю, потому что у нас язык такой. Потом как-то в интернете я прочитал, что филологи тюркоязычных народов хотят создать единый язык для тюркских народов для общения. А потом ему начали оттуда-отсюда давать как пощечины. Ты что, не знаешь, что такой язык уже есть? Еще Гаспринский пользовался этим языком, да. Газету выпускал. Ты что, отстал? И его закрыли. Действительно, наш крымско-татарский язык, ведь а песни? Вот я хочу слова Луначарского, вот в этой книге, вот звучит Кайтарма, Шерфединов. Шерфединов. Это в каком году это было выпущено? В 1978 году. Да. Но тогда они хотели написать «Звучи, Хайтарма», а написали «Звучит, Хайтарма». Тогда еще она не звучала. Слушайте, одна буква, да? А какой смысл? Да, вот настолько было все. И предисловие к сборнику в 29 году такой певец русский Кончевский ходил, собирал народные песни наши в Крыму. Первый сборничек в 29 году был издан в Крыму. «Песни крымских турок» был назван. И предисловие к этому сборничку написал вот этот великий знаток многих культур. Он высокообразованный человек был, Александр Васильевич Луначарский. Он в предисловии к этому сборнику написал такие слова. Сейчас я прочитаю. «Высоко одаренный тюркский народ в этой своей ветви, в благодатных странах Крыма на полуострове, где пересекались пути стольких народов, где перекрещивалось влияние Востока и Запада, не мог не развернуть совершенно своеобразной, мягкой, яркой и поэтической культуры. Все это как нельзя лучше сказывается в песнях крымских татар. Вот такая у нас песенное искусство. И еще он добавляет, как ни в какой другой народной песне, встречающейся утонченностью. Действительно, наши песни очень богаты содержанием. На все темы. Вот, Рустам, смотрите, я что хотел сказать. Вообще песни – достоверный исторический документ. Естественно. То есть даже не зная историю можно изучать по песням. Песни рождаются, народные песни, все рождались на основе каких-то событий. На основе каких-то или трагедия, или какое-то радостное событие, или какое-то шуточное событие. Ну, возьмем исторический, например, Порт-Артур. 1904 год, русско-японская война. Там очень много молодых людей погибло. Знаете это содержание этой песни? Да. Вот. Теперь Шомпол. Шомпол – это железка, которая чистит дуло. Но Врангель собрал в хан-сарае, во дворце Бахчисарае, молодых и брали на учет и заставляли, значит, стать в строй. Кто отказывался, его избивали шомполом. Песня родилась на основе вот этого. Аман-аман падишайым. Это, вернее, «Yüzelli шомпол, ах, анечигім маға урылды. Сақ яныма, сол яныма айлана алмадым». Дейді. Аман, достлар, шомпол ярасына даяна алмадым. Вот трагедия, да? Это вот народное творчество? Или, народное творчество, конечно. Автора нет, авторы неизвестны. Много еще других песен. Например, «Сейтоғыл Сейдамет». Это 850-е годы. Генерал присвоил себе много земель. Вот. И восстали. Молодые люди встали на защиту своих. И их повесили. Пришили им
что они убили игумена Парфения. Есть Сейтулла Сейдамет, книга, изданная, исторический факт. И троих, значит, двоюродные, Сейтулла Сейдамет и его, значит, двоюродных братьев. Двоих отправили в Сибирь, они не вернулись, а Сейтулла Сейдамет был самый такой вожак, его повесили. И он, когда на эшафоте говорит: «Эшшеде билля, мен папазы кормедім», и сам себя повесил. «Мага элі деймесін, мен пусть никто меня не трогает, я сам себя повешу, но знайте, что я игумена Парфения не видел в глаза». И повесился. Вот, а песня родилась на основе вот этого события. Ну, вообще, сами песни вот в народе исполняются по каким поводам? Вот, допустим, есть исторические песни, да, есть какие-то шуточные песни, есть веселые песни. А в быту песни какие вообще исполняются? Ну, в быту очень много песен. Возьмем, например, шуточный раз, любовные лирические песни, так? Вот. Даже детских песен несколько. Мы, когда были на Урале, женщины уходили на работу, а детей татарчат собирали. Женщины тоже татарки, ну, им создали условия, там дали помещение. И мы в садик ходили. И там в садике нас учили татарки. И кормили татарки, и смотрели. Вот. И мы, вот я там детские песни, несколько песен, я там научился. А вы еще. помните эти песни? Помню, конечно. Корасчыгым, Папичыгым, Сансарчык. Я их и по телевидению вот на Элеле вытаскивал эти песни. Есть там они. Вот. Это целое достояние. А любовные песни очень красивые. Есть у нас мугамы, безразмерные песни. Размера нет. Счет не идет. Он произвольное пение. Сколько, как говорится, душе желается, столько и тяни. Но везде есть внутренний ритм, внутренний размер. Ты и перетянуть не можешь, и не дотянуть не можешь. Это создали в народе веками, шлифовались эти вещи. Их искажать не имеет права певец. И если правильно он перенял у больших мастеров, то он становится уже сам мастером. Это очень яркая вот эта вот школа восприятия от носителей. А носителей-то совсем не осталось. Сейчас современная молодежь подчиняется ритму, мелодии, а слова остаются в стороне, суть, образ. А великий Глинка еще в свое время сказал: в пении главенствующую роль играет слово. Не ритм, не музыка. Вот народную песню можно аранжировать. Что такое аранжировка? Обработка. Ее же никто не дал права потерять лицо песни, содержание песни. Ее можно одеть, как в хорошую одежду, да? И шляпу одеть, и причесать, и все. Но отрезать нос или выколоть глаз этой песни – это не аранжировка. Вот я всегда привожу в пример очень хорошие мастера, вот узбекский ансамбль «Ялла», они народные песни обрабатывали в современном стиле, и они получали новые дыхания, не искажали содержание, только давали оживление. Вот так нужно к народным песням относиться очень осторожно, очень трепетно. Это достояние народа, это жемчужина, это драгоценность. Ее искажать нельзя. Вот, например, серьги или там украшения, она уже сделана, а кто-то хочет ее переделать. Ее только можно перевешать на другую цепочку. А как можно этот жемчуг взять и заново пилить? Ну, а как же новый народ? Он же меняется. А новый народ, пусть на основе вот этих старых песен рождает похожие вещи, только свои. Так, может быть, рождают, нет? Ну, есть, конечно. У нас же есть молодые исполнители. Есть. Вот наши великие композиторы, как Асан Рифатов,
Я первого его называю, потому что он один из первых начал заниматься профессиональным, первые ноты начал использовать. Вот. Может быть, до него были, но неизвестны нам. Вот нам и известный Асан Рифатов, который, ну, его как националиста убрали, расстреляли. Композитора расстреляли. Куда уже дальше? Ну, композитор, это же как-то мощная культурная штука. Конечно. Вот. Он закончил Бакинскую консерваторию в Баку. Его очень ценят. Там, по-моему, и названы и улицы, и площади, что такое Асан Рифатов. И консерватория, если не ошибаюсь, что-то там, не то что его именем, что-то такое было. Ну, Баку его ценят. А в Баку очень многие наши люди известные были. И Чобанзаде был, и многие другие. Я сейчас всех назвать не смогу. Вот. Потому что у нас язык очень похожий. Культура близкая, наречие. Вот. И Асан Рифатов. После Асан Рифатова был Каури, такой его немцы расстреляли. А потом Ильяс Бахшиш. Яя Шерфидинов. Да, после Асан Рифатова идет Яя Шерфидинов, тоже учился в консерватории. Потом Ильяс Бахшиш, Эдем Налбантов. Вот, потом Февзи Алиев, уже по возрастному. Потом уже Идип Асанов, Сервер Какура и дальше. Ну вот смотрите, вы говорите, что раньше как бы уделялось внимание слову, да, содержанию, сути. Всегда уделялось слову Ну, содержанию. а сейчас разве не так? Сейчас... Потому что народ оторван от языка. Почему? Потому что нету должным образом детских садов национального направления, школ национальных на уровне нету. Носителей языка остается совсем мало. Ну, кто говорит на родном языке сегодня? Куда ни приди, на общепринятом языке говорят, родной остается в тени. Ну, песня же исполняется на родном языке. Исполняется, но потихонечку даже слушателей не остается уже. Вот я сейчас начну петь старинную народную песню, многие слова не поймут там. На слова Ашихумера вот песня есть. «Барашалом севером севером». Не поймет молодежь. Романс, красивый романс. На слова Ашихумер. Ашихумер – поэт наш Средневековья. Кизлевский, там памятник стоит Кизлеве Ашихумеру. На его слова есть ряд песен. Содержание песни несет же, образ несет слово. Музыка, я же говорю, музыка – это обрамление, это транспорт, на котором перевозят вот этот драгоценный... Не знаю, но мне кажется, музыка тоже очень сильная штука. Тогда играй на скрипке, без слов. Нет. Тогда играй на этом. Или просто Ну вот САС, давайте возьмем вокалом САС. взять звук и издавать звуки. Да. И все. И что это даст? А вот смотрите, Что это даст? подождите. Без слов. Многое даст. Нет. Да. Нет, я не соглашусь с этим. Абсолютно. Если Ну вот слов, смотрите. слов не будет, это уже не песня. Это уже вокалист называется. Ну, мелодия это все равно же есть. Присутствует же мелодия. Мелодия такого содержания не перенесет никакое. Мелодия какое содержание может перенести? Понятное дело, что слово В любой несет в себе... песне есть какое-то содержание, Да. есть какой-то образ, Да. какие-то мысли, передаются образы, а образы воздействуют на людей. А вокал кто запомнит мелодию? Это из 1001 запомнит? Мне кажется, мелодия первая запоминается, а потом слово. Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае. И так и не думайте. А вот смотрите. Мелодия – это транспорт, на котором перевозят драгоценный груз слова. Ну, от транспорта же тоже зависит. От транспорта не зависит? Или на лошади, или на Можно дорогой и машине? на москвичей перевезти эти драгоценный груз, и на запорожце, и на мерседесе. Какая разница? Или же часы. Вот Ну, это как... 100 рублей стоят, или $1000 стоят, или там 10 тысяч долларов. Они тоже время показывают. Ну, это неудачный пример. Нет,
Нет, это тоже время показывает. Смотрите, хорошо. А вот давайте вот саз возьмем. Вот такой тюркский саз, инструмент. Так. Сама вот... Почему тюркский саз? У нас тоже саз. А мы это не наш тюрки разве? национальный инструмент. Мы не тюрки, что ли? Ну, правильно. Мы тюрки. Просто мы... Саз, да. Вот саз, да? Сама мелодика саза, само звучание саза, оно разве не... Это уже инструменты. Они имеют свое воздействие. Да. Например, под саз петь куда приятнее, чем под трубу. Петь. С трубой. Аккомпанемент трубы, он лучше под него танцевать, нежели петь. Понимаешь? Вот. Например, под удары барабана прыгать хорошо, а петь как? Ну, а в пении все равно барабан участвует как сердцебиение. Он только далеко должен сидеть. И он только... барабан, он для оркестра, он не для певца. Он держит ритм, чтобы оркестр шел... Собирается. Размер, да. Все. А кого радует барабанная дробь? На празднике, на веселье, да. Барабанная дробь, она трогает. Или маршируют солдаты. Барабанная дробь. Да, да. А, например, любовную песню барабанной дробью можно передать? Ни в коем разе. Радостную можно передать. Ну, радостную, шуточную можно передать. Я знаете, что имею в виду? Я, конечно же, не умаляю смысл слова. И понятное дело, что слово, оно как бы основа всего. Это понятно. Основа всего – это слово. Это понятно, да. Просто я говорю, что музыкальный инструмент, он тоже имеет свое влияние. Обязательно. Обязательно. Вот даже я могу такое сопоставить разницу. Вот певцы поют одну и ту же песню, может спеть 100 человек, и одинаково не получится. Будет по-разному. И также любой инструмент ту же мелодию может сыграть и труба, и кларнет, и саксофон, и скрипка. И все по-разному будет. И будет совершенно пора. А саз еще будет красивее. Поэтому это непочатый край гармонии, непочатый край красивых переплетений звуков. Но это не слово. Слово, оно имеет непоколебимое значение. Оно, без слова ни одной песни не родится, ни одно выступление. Ты попробуй музыкой собери людей, и чтобы только одна музыка звучала. Ну, есть симфоническая музыка, звучит там. Но все. у нас аккордеонист. Да, симфоническая музыка. Это другое совсем. Ну да. Это другое. Есть, да, она дает впечатление, симфоническая музыка, она дает вдохновение. А образ-то не сохраняется. Еще как сохраняется. В смысле? Я скажу вот свой опыт. Да, у каждого человека рождается свой образ. Конечно, обязательно. Да, понятно. А песня имеет свой образ. Ну да. Вот. Это как человек, свое лицо имеет песня. Поэтому тут спора нет. И ты правильно думаешь. Но без слова только музыка, она менее значима, чем со словами. Вот смотрите, у нас есть песни со словами, да? У нас есть песни со смыслом. У нас сегодня что не хватает в нашей современной музыке, чтобы это было и актуально, и преемственно? Чтобы образ действовал на людей, он должен быть, нести в себе какие-то чувства, какие-то факты, какие-то действия. Вот, например, еще одна историческая песня, которая родилась уже в Крыму. Например, «Алуш тадан эскен еллер». Вроде простенько, да? Yüzüme urdu, балалығым кешкен evге көз яшым қалды. И мелодический рисунок там такой трогательный, даже в мировом масштабе она взяла первое место, эта мелодия. Джамала. Она даже без слов работает, если честно. Потому что она умела передать вот эти интонации.
А содержание там переводили, что я там не могу жить, там не смогла жить. А слова же действовали. А потом уже интонация действовала. Прежде слова. Ну, а мастерство исполнительницы, конечно, это неопровержимое доказательство. Она большая мастерица. Теперь в Крыму родилась песня, которую еще даже народ не знает. Очень мало людей слышали эту песню. Сложная песня из 6 куплетов. В каждом куплете одна народная песня участвует. Раненые песни. Это Шакир Селим в 1995 году, когда в бандитское время наших 2 парней убили снайпером. Вы знаете этот факт? Или Ну, вы мне рассказывали. Да. Да? Да, вы мне рассказывали. Вот этот факт. Эта песня, она имеет колоссальное и историческое значение, и восприятие, потому что в каждом куплете заложена своя тематика. Алуштадан esken yerler fırtına oldu. Fırtına ne olgan bilirsin. Sudak kefi yollarına kıyamet doldu. Kıyamet судный день. Güzel Kırım dağlarının çırayı soldu. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Seyitoğlu Seydametler kene uruldu. Papazlarının daragaçı kene kuruldu. Kene Kırım Tatarlarının gönlü kırıldı. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Şu Yaltadan taş yüklenmey, yüklene para. Bütün Kırım çevrildi talçok bazara. Adımda aydutlar ve yezitler tura. Aydut bandit, yezit parazit. Aydutlar ve yezitler tura. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. В 95 году это так было. Татарлығым туған ерім, хорлана бүгін. Татарлығым песня есть такая. Татарлығым туған ерім, хорлана бүгін. Құрбанларға бақып көзлер торлана бүгін. Бұл мұқаддес топрағымыз зорлана бүгін. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Bulutlar, bulutlar, yurтқа етіңіз. А «Булутлар» тоже песня запрещенная была. Чобанзаде в 19 году написал «Булутлар». «Булутлар, булутлар, yurтқа етіңіз. Бағрымызда олған дертіні алып кетіңіз. Номанларға, бекірлерге селам етіңіз». Номан Челебиджиган и Бекир Чобанзаде. Олардың рухына селам етіңіз. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. И 6-я песня. Ant etken men, tek şu türkü yaralanmadı. Milletimnin tam yüreği parçalanmadı. Halkımızın umut, işançıdır bu türkü. Galibeler bayrağıdır kene şu türkü. Көресің, не kadar күшті. Ипсен мақамы. Башлай. Мелодия начинается с той мелодии, которая начальная песня. Aluştadan esken yeller fırtına oldu. Sudak kefe yollarına kıyamet doldu. Güzel Kırım dağlarının çırayı soldu. Aman aman eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Güzel Kırım dağlarının çırayı soldu. Aman aman eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Seyitoğlu Seydametler kene uruldu. Papazlarının daragaçı kene kuruldu. Kene Kırım Tatarlarının gönlü kırıldı. Aman aman eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Kene Kırım Tatarlarının gönlü kırıldı. Aman aman
Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Şu Yalta'dan taş yüklene para. Bütün Kırım çevrildi Talçok bazara. Er adımda aydutlar ve Yezidler tura aman aman. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Tatarlığım tuğan yerim horlana bugün. Kurbanlarga bakıp gözler torlana bugün. Bu mukaddes toprağımız zorlana bugün aman aman. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Bu mukaddes toprağımız zorlana bugün aman aman. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Bulutlar yurtqa yetiniz. Bağrımızda olgan dertni alıp ketiniz. Nomanlarga, bekirlerge selam etiniz aman aman. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Nomanlarga, bekirlerge selam etiniz aman aman. Eyvah dostlar, yaralandı vatan türküsü. Ant etkenmen tek şu türkü yaralanmadı. Milletimnin tam yüreği parçalanmadı. Halkımızın umut işancıdır bu türkü aman aman. Galibeler bayrağıdır kene şu türkü. Halkımızın umut işancıdır bu türkü aman aman. Galibeler bayrağıdır kene şu türkü. Ant etkenmen. Sağ olun Mustafa.